Дорогие друзья, я хочу сейчас, не затягивая, рассказать вам немножечко про историю музея, поскольку в любом случае все моменты, когда мы говорим про юбилеи, про праздники, но, наверное, самым главным является вообще предыстория вопроса, что и как, что способствовало тому, когда появился наш музей. Я хочу сказать сначала о том, что вот это начало века, когда 1922 год, Бурятский ученый комитет очень много внимания уделял тому, как сохранить наследие. И вот уже тогда, с тех времен, вот эта тема была ключевой и важной. И когда начинались уже в 1922 году, еще даже до образования официального республики, начинали проходить художественные выставки. Эти выставки вызывали интерес и экспертов, и также просто рядовых зрителей. И, безусловно, это были такие зачатки того, что двигалось к созданию музея. Параллельно в Иркутске, как ни странно, так получилось, что Иркутск – это такая вот колыбель художественного образования в принципе в Восточной Сибири, ну и для наших художников Бурятии. Тогда, в тот период, 20-30-е годы, работал Иван Копылов. Это очень известный художник, педагог, общественный деятель того времени. Он работал над теорией сибирского стиля. И художники многие бурятские, это Роман Сидорович Мордыгеев, Роман Сидорович Дадуев, Шестакова, Павлов, Пепель, Окладников и Неволина учились у Копылова. И тогда он очень сильно приветствовал то, что именно эти художники стремились как бы все-таки выделить графическое начало как свойственное доцентскому наследию, и он это приветствовал и говорил, что именно в этом и есть та самая изюминка, та самая уникальность наших художников. Но, как это говорят, наши художники потянулись к европейскому воротничку и все-таки выбрали традицию русского реалистического искусства. Но это был период тогда, после октябрьских бурных лет, период бурных дискуссий, и в том числе, говоря о дискуссиях, хочу вспомнить 30-е годы. Был такой очень яростный критик Шулунов, который в 1931 году на совещании культработников с докладом «Вопросы из искусства Бурят-Монголии» резко критиковал сибирский стиль Копылова, и Шулунов категорически отрицал доцентское искусство как существенный пласт художественного наследия бурятского народа. Вот с одной стороны сибирский стиль Копылов, который подвигает эту работу, а с другой стороны звучит критика. То есть вот это вот социалистическое по форме и содержанию, вот эти дискуссии. Ну и 1932 год, известное постановление ЦК ВКПБ, и тогда был толчок к созданию Бурятского союза художников. 10 лет Бурят-Монгольская ССР, 1933 год. Тогда была выставка, на которую приехали много художников из Ленинграда, из Москвы, из Иркутска, и также были временно отозваны художники из местных кадров. И тогда в Краеведческом музее прошли бурные дискуссии, и было принято, идея была подхвачена, и тогда же был создан в 1934 году был создан Союз художников. В 1933 году был создан и организован Союз художников Бурятии. В их число вошло, председателем был избран Георгий Павлов, в число вошли Сампилов, Будаев, Балдаев, Шестакова, Неволина, Окладников, Аржиков, Чикатеев, Пепель. И также вошли Ажигиров и Тудупов. Тогда они были студентами Московского художественного института. Следующий слайд, пожалуйста. 1940 год. Первая декада бурят-монгольского искусства в Москве. Около 700 произведений выставили бурятские художники, живопись, графика и произведения декоративно-прикладного искусства. Выставка тогда, к сожалению, мы не нашли фотографии, искали в архивах, вот не нашли фотографии именно по изобразительному искусству. Но доподлинно известно, что было представлено столько
произведений художников. Критики московские тогда высоко оценили труд художников. Очень много тогда вышло статей в журналах специализированных. И тогда, вдохновленные декадой, были художники, в том числе и Сампилов, и многие наши художники, говорили о том, что давайте мы уже создадим музей, художественный музей. Не просто выделим коллекцию из Краеведческого музея, а создадим отдельный музей. Но война прервала эти планы. И, конечно, процесс немножечко затормозился. И тем не менее, когда еще шли бои, в 1944 году выходит постановление Бурят-Монгольской АССР, постановление Совнаркома о том, что надо создавать все-таки музей. И 3 марта 1944 года в Улан-Удэ появляется художественный музей. И первый директор Роман Сидорович Мырдыгеев. Вот этот документ, постановление. Следующий слайд, пожалуйста. В положении о создании музея от 2 марта 1944 года говорилось о роли музея как республиканского центра хранения и показа редчайших и ценнейших образцов изобразительного искусства, базы искусствоведения и эстетического воспитания трудящихся, кафедры для ознакомления трудящимися с историей и развитием искусств народов СССР. В экспозиционном плане, в приложении к постановлению о создании музея планировалось, что в музее будут следующие залы: искусство народов Дальнего Востока, искусство народов Западной Европы, русское искусство дореволюционного периода, искусство СССР, изобразительное искусство Бурят-Монгольской АССР. Первое помещение для музея, состоявшее всего из 2 комнат, было выделено вот в этом знакомом нам всем здании на улице Сухобатора, Рабочая, 20. А сейчас это здание Бурятского государственного университета. И основу коллекции составили работы Сампилова, Павлова, Аржикова, «Золотой фонд бурятского искусства». Первая работа, а где она, первая работа? Здесь вот первая работа под номером 1, «Любопытные быки» Саринджапа Сампилова. Все вещи по приказу 1946 года, все произведения, картины, пейзажи, приобретенные управлением по делам искусств от художников, согласно договору, безвозмездно передаются Государственному художественному музею Бурят-Монгольской АССР. Был утвержден штат сотрудников. Из 10 человек: директор, главный хранитель, резчик по дереву, экскурсовод, бухгалтер, кассир, 3 дежурных по залу, 2 сторожа, ночной и дневной. Это несколько работников, которые и начали вести эту работу. За первый год, то есть за 1947 год, музей посетило 5527 человек. В результате кропотливой работы первыми работниками музея были заложены основы по структуризации фондов по видам изобразительных искусств. Была сформирована документация по учету музейных ценностей, и куратором выступил Русский музей. Самой знаменательной датой на тот период, 40-х годов, стала передача коллекции русского искусства в количестве 233 единицы Русским музеем нашему художественному музею. Это вообще была такая политика. Политика государства, культурная политика государства, когда небольшие региональные музеи для того, чтобы понять охват, как преемственность русского, традиции русского изобразительного искусства, и часть коллекции, часть работ отбиралась экспертным советом при Русском музее и передавалась региональным музеям. Нам очень повезло, что нашим полпредом музея выступил Александр Окладников, замечательный художник, который специально поехал в Русский музей, специально его включили в состав экспертного совета. И благодаря Окладникову мы все-таки сейчас имеем невероятно прекрасные работы в коллекции нашего русского искусства. Одна работа Куинджи чего стоит, да? И это действительно здорово. То есть мы таким образом наш город,
наша республика, наш музей вошли как бы в орбиту большого русского изобразительного искусства с коллекциями. С расширением фондов стала проблема расширить постоянную коллекцию, экспозицию, организовать хранение. В 1946 году численность фондов составляла 150, в 1953 коллекция увеличилась до 600. В 1953 году художественный музей переселяется на улицу Ленина, 13. Вот здесь был адрес музея. Казалось бы, такое небольшое здание, и, в общем, здесь тоже уже не стало хватать места. И здесь, конечно, самое главное, не только постоянные экспозиции, но главное были передвижные выставки. Например, в 1956 году была организована выставка из Третьяковской галереи, в 1957 году выставка из Палехского научно-исследовательского центра и очень много других. В разные годы музей за небольшой срок директорами назначались известные бурятские художники, партийные руководители. Рудь, Герой Советского Союза Москалев, Дольбеев, Стариков, Гергесов, Сохан, Криштоп, Домбаев. Один из длительных этапов истории музея связан с именем художника, ценителя и собирателя народного бурятского творчества Филиппа Ильича Балдаева. И благодаря его стараниям в 1959 году в музее было самое большое поступление разнообразных серебряных изделий 19-го, начала 20 века. И это позволило выделить в музее специальный серебряный фонд. 59 год. 59 год, декада, вторая уже декада бурятского искусства в Москве. Изобразительное искусство Бурятии становится действительно известным всей России и завоевывает заслуженный интерес. Большинство произведений, таких как Тимин «Навеки с Россией» или, например, Окладников «Байкальские будни», Дугаров «Проводы невесты», Воробьев «Весна» в Селенгинске, они были закуплены прямо с выставки и переданы в фонды художественного музея. В качестве главного хранителя эти произведения принимала Баданова. Ее навыки и знания проявились в систематизации документов по годам. С 1963 по 2001 год главным хранителем почти 40 лет была Клара Будеевна Шулунова, которая знала каждый предмет фонда и продолжила формирование архива. Именно при ней количество фондов увеличилось 2 раза, с 3000 единиц хранения до 6000. 1966 год. В 1966 году художественному музею было присвоено звание Царинджапа Сампиловича Сампилова. Сампилов, когда ушел из жизни, его вдова Ханда Ачировна передала все наследие, и было принято такое коллегиальное решение о том, чтобы все-таки присвоить имя Царинджапа Сампиловича художественному музею. Мы гордимся тем, что все его наследие хранится здесь, в музее. Музей развивался, пополнял фонды, увеличивал штат научных сотрудников. В 1973 году художественный музей переехал в новое здание на улице Куйбышева, 29. Здание построено было по проекту архитектора Кулеша и художника Александра Казанского, как выставочный зал Союза художников с небольшими фондовыми помещениями для временного хранения предметов. И в этом здании на Куйбышева, 29, прежде чем заехал в это здание музей, в 1972 году открылась грандиозная выставка достижений народного хозяйства. И на тот момент это был самый большой выставочный зал в Сибири и на Дальнем Востоке. Первоначально было принято решение временно поместить этот музей в этом выставочном зале. И занял он первый этаж жилого дома. Ну, конечно, это было тогда и уже тогда недопустимо с точки зрения инструкции по хранению. Ну, в общем-то, всегда у нас так происходит, что когда что-то временное становится практически постоянным.
Хотя уже тогда возникал вопрос о строительстве нового здания для художественного музея. В 1974 году впервые директором музея была назначена искусствовед Софья Мунгалова, которую ценили и уважали художники, но в 1981 году ее жизнь трагически оборвалась. А после нее уже директором становится Рита Бадмаевна Циденова. При Рите Бадмаевне, тоже искусствовед, она закончила Ленинградский институт Репина, были выделены дополнительные помещения при содействии Риты Бадмаевны для хранения музейных предметов по видам искусств. И, в общем, очень много проектов и выставок было проведено за эти годы. Я даже не буду их перечислять. Но в частности, я вспомню замечательные выставки и Нади Рушевой, и выставка Святослава и Николая Рериха, мы помним, да, в этих залах проходила выставка о Форте Гои. Вот все те выставки, которые проходили здесь, в нашем зале, в наших залах, они всегда вызывали невероятный интерес у жителей всего нашего города и республики. Еще и помните, был совершенно недавно, 2004 год, когда была проведена выставка впервые «Эрмитаж», когда впервые жители нашей республики увидели западноевропейское искусство из фондов Эрмитажа. То есть фактически музей как и начинал, так и потом и продолжал, и, надеюсь, и продолжает ту задачу, которая на него была возложена. Это пропаганда, прежде всего, искусства во всех сферах, а самое главное – поддержка художников. В 2001 году главным хранителем была назначена искусствовед Татьяна Алексеева. Началась работа по научной обработке музейных предметов, оцифровке, формированию электронной базы данных. В настоящее время в художественном музее общее количество фонда составляет более 10 тысяч музейных предметов. Фонд обладает уникальной, полной коллекцией произведений бурятских художников в разные годы с 50-х по 90-е. В дирекции художественных выставок при Министерстве культуры из художественного фонда поступали произведения художников разных советских республик. За время существования музея в фондах живописи, графики, скульптуры и декоративного искусства коллекция сформировалась удивительная такая цельная коллекция. В том числе хотелось бы все-таки еще раз перечислить. Это и Боровиковский, и Тропинин, и Айвазовский, Боголюбов, Шишкин, Левитан, Ромадина, Рылов, Бельницкий, Бируля, Мухина, Манезер, Андронов, Пластов. Это вот только я перечисляю имена, а какие это работы. Невероятно талантливые произведения. Конечно, большую часть коллекции составляет произведения бурятских художников, начиная на разных лет, начиная с Ринжапа Сампиловича и заканчивая авторами современными. Все, кто здесь сидит сегодня, вот здесь в зале, художники наши, я хочу сказать вам огромное спасибо, потому что именно ваши произведения сейчас хранятся в музее, они составляют золотой фонд музея. Вы вошли уже, ваши работы вошли уже в историю, и дальше задача какая, что эти работы, хранясь здесь в музее, мы передаем дальше следующим поколениям, и следующие поколения через 50, через 100 лет уже также будут восхищаться вашими работами. Музей, особое место – это, конечно, Серебряный фонд, и Серебряный фонд – это где-то более 1000 произведений. Самое главное, что это работы, которые ни одна не повторяется. Это каждый раз, это работы авторские, и это работы, которые составляют вот ту линию преемственности народного искусства. Там выделилась даже отдельно коллекция закаменских мастеров. Коллекция, например, есть работы и кижингинские, есть работы вот по районам буквально, да. И когда мы построим новый музей, мы специально решили выделить в нашем новом музее зал серебра отдельно, чтобы показать и подчеркнуть значимость этой коллекции.
В 2011 году художественный музей становится частью Национального музея Республики Бурятия. То есть Национальный музей, еще раз, вы знаете уже прекрасно, что это музей истории Бурятии, художественный музей, музей природы и филиал музея декабристов. Это буквально произошло недавно, а кажется, что уже давно. И когда мы соединялись, я помню, что было очень много дискуссий, ко мне приходил тогда Базаржап Цариджапович Сампилов, сын Цариджапа Сампиловича, и говорил: а может быть, не надо соединять, может быть, все-таки художественный музей должен существовать отдельно. Но тогда мы говорили, что главное вот посыл соединения — усилить фонды, и самое главное, нам надо построить музей. Уже тогда мы говорили об этом и шли к этому с 2011 года, даже ранее. Потому что мы понимали, что нельзя находиться в жилом здании, что есть здесь проблемы некоторые, да, что мы не соответствуем инструкциям. И тем не менее, вот это произошло, и самое главное, что мы усилили друг друга. Несколько разных музеев, продвигая, создавая проекты, делая выставки, выступая в коллаборации, поддерживали друг друга своими фондами. То есть фактически музей наполнился более таким, скажем так, мощным содержанием, да, и мне кажется, это вот сейчас уже на протяжении вот этих 12 лет можно сказать, что мы друг друга усилили. В 2018-2019 годах фонды музея, благодаря поддержке правительства республики, были оборудованы новыми выкатными сетками, драйверами, гребенками, шкафами для хранения малой пластики, которые отвечают требованиям хранения. Вот сегодня вот эти вот выкатные шкафы, специальные шкафы для хранения скульптуры, они соответствуют всем требованиям, и, в общем, одними из лучших является в Восточной Сибири и Дальнему Востоку. За 80 лет своей истории художественный музей имени Сампилова действительно стал центром духовной культуры народов, населяющих республику. В богатейших фондах отражены все этапы становления и развития изобразительного искусства Бурятии и России. Долгое время музей из-за недостатка выставочных помещений не мог представить все богатство, и мы сейчас, двигаясь к новому музею, обязательно специально выделим залы для того, чтобы коллекция изобразительного искусства, а именно коллекция бурятских художников, была представлена полно и достойно. Благодарю за внимание.